В этом уроке мы рассмотрим отрицательные формы глагола в настоящем времени. Эти формы образуются с помощью глагола отрицания «уг» и особых форм смыслового глагола. Начнем с глаголов первого спряжения, которые оканчиваются на «ины». Возьмем глагол «кылыны» — «слышать». Рассмотрим первое лицо единственного числа. «Мон уг кылишкы» — «я не слышу». Здесь «уг» — глагол отрицания, «кылишкы» — смысловой глагол. Обращаю внимание, что в отрицательных формах в смысловом глаголе всегда ударение падает на первый слог. Не «кылишкы», а «кылишкы». Дальше. «Тон уд кылишкы» — ты не слышишь. «Со уг кылы» — он не слышит. «Ми кылишкы» — мы не слышим. «Ти ут кылишкы» — вы не слышите. «Соос уг кыло» — они не слышат. Теперь отдельно рассмотрим глагол отрицания и суффиксы смыслового глагола. Глагол отрицания — единственное число. Первое лицо «уг», второе лицо «уд», третье лицо «уг». Множественное число. Первое лицо второе лицо «уд», третье лицо «уг». Суффиксы смыслового глагола. Единственное число. Первое лицо «ишкы», второе лицо «ишкы», третье лицо «ы». Множественное число. Первое лицо «ишке», второе лицо «ишке», третье лицо «о». Теперь сравним отрицательные формы с положительной формой или утвердительной формой. Например, в первом лице единственного числа «мон кылишко» — «я слышу», «мон уг кылишкы» — «я не слышу». Мы видим, что в первом и втором лице единственного числа «о-од» заменяются на «ы». В третьем лице единственного числа заменяется также на «ы». «Со-кыле», «со-уг-кылы». Во множественном числе «о-мы», «о-ды» заменяются на орфографическое «е». В третьем лице множественного числа суффикс остается «о» — «соос-кыло», «соос-уг-кыло». Изменяется только место ударения. В отрицательной форме смыслового глагола ударение переходит на первый слог. «Кыло» вместо «кыло». Переходим теперь ко второму спряжению. Глаголы, в котором оканчиваются на «аны», «яны». В качестве примера возьмем глагол «ужаны» — «работать». «Мон уг ужашки» — «я не работаю». «Тон уд ужашки» — «ты не работаешь». «Со уг ужа» — «он не работает». «Ми ужашке» — «мы не работаем». «Ти уд ужашке» — «вы не работаете». «Соос уг ужало» — «они не работают». Мы видим, что формы глагола отрицания такие же, как и в первом спряжении. Суффиксы смыслового глагола немного отличаются от суффиксов смыслового глагола первого спряжения. В единственном числе в первом и втором лице «шкы», в третьем лице нулевое окончание. То есть смысловой глагол берется в форме основы. «Ужаны» откидываем «ны», получаем основу «ужа» и берем эту форму, только ставим ударение на первый слог. «Со уг ужа» — он не работает. Во множественном числе в первом и втором лице окончание «шке» и в третьем лице окончание «ло». Здесь мы сравним положительную форму глагола с отрицательной. В первом и втором лице окончания смыслового глагола практически такие же, как и для первого спряжения.
В третьем лице единственного числа, как уже было указано, используется просто основа с ударением на первый слог «ужа». В третьем лице множественного числа форма смыслового глагола не меняется, только ударение перемещается на первый слог. То есть «соос ужало» они работают, «соос уг ужало» они не работают. Переходим к примерам. Мон гуртын ук ужашки. Я в деревне не работаю. Мон карын ужашко. Я в городе работаю. Здесь я сохраняю в русском переводе порядок слов удмуртского предложения, чтобы было легче видно, какое слово какому соответствует. Следующий пример. Тон тюрагаез ут кылишки. Ты жаворонка не слышишь. Тон учиез кылишкод. Ты соловья слышишь. Следующий пример. Соос школаын ук дышецко. Они в школе не учатся. Соос университетын дышецко. Они в университете учатся. Здесь употребляется глагол дышецкыны учиться. Следующий пример. Мон дорам ук нунажешки. Мон уже не ин нунажешко. Я дома не обедаю. Я на работе обедаю. Здесь употребляется глагол нунажеяны обедать, который происходит от слова нунаже полдень или обед.